Здравствуйте, уважаемые телезрители! Мы начинаем нашу передачу «Арена», где мы приглашаем разных интересных гостей из мира спорта. Сегодня у нас в гостях мастер спорта международного класса по джиу-джитсу Алмазбек Мамбетов. Здравствуйте, добро пожаловать! Добрый день, я рад вас всех видеть, всему телеканалу, я здесь постоянный гость. Ага. Вот вы недавно были в Турции на турнире, как все прошло? Если честно, мне Турция очень понравилась, так как климат очень хороший. Я с Бишкека вылетел в Анталию. В Анталии 3 дня у меня было времени для того, чтобы подготовиться, подправить вес. С весом проблем вообще не было. Я увидел Белое море. Ощущение тяжело передать, когда здесь было очень холодно в декабре. Там был плюс 24-27 градусов. Мы купались в море. Потом я поехал в город Измир. Это древний город. Я там увидел Средиземное море. Очень понравилось. Я в жизни первый раз увидел корабль, который с размером 3 футбольных поля, километр, такой огромный корабль. Никогда не видел так близко. Для меня было интересно. Подводный мир был очень интересный. Так как я очень люблю плавать, в Иссык-Куле всегда старался больше дистанции проплыть. Это для меня было как спортивно интересно, сколько я смогу из себя выжить. А в таком соленом море человек практически не тонет. Нужно, оказывается, всего лишь балансировать. И я уплыл настолько далеко, что доходил до кораблей, поднимался по якорю, смотрел, опускался и дальше уплывал. Вода полностью соленая, выдерживает. Невозможно утонуть, я не знаю. Чтобы утонуть, там специально нужно одевать такие, как у дайвингистов, тяжелые металлические вещи, чтобы увидеть дно. А так человек не тонет. Нужно просто балансировать. Вот как раз таки на том турнире вы получили страйп на пояс. Можете объяснить вообще, что это такое и как его получают? В джиу-джитсу есть поясовое деление. Делится на белый, серый, желтый, зеленый, синий. Вот я синий. Потом пурпурный, коричневый и черный пояс. Но, естественно, черный пояс – это грандмастер, это предел. Чтобы стать черным поясом, человек должен потратить в своей жизни от 12 до 15 лет, то или больше. Как воспринимает этот вид спорта. Я этим спортом занимаюсь только недавно, мне всего лишь 6 лет. Я синий пояс получил у Ульпиана Малачес, у бразильца, у черного пояса, 4-кратного чемпиона мира. Я был рад, мне было тогда, я еще молодой был, мне было тогда 43 года, сейчас мне 46 лет. Скоро собираюсь получить пурпурный пояс. Страйп – это достижение. За каждой победы, за каждое достижение спортсмену дают страйп. Я получил уже 4 страйпа, больше не дают. Теперь перехожу на пурпурный пояс. Страйп я получал в своих победах. Последние 2-3 года я в своем возрасте, в своем весе никому не проигрывал. Получается, страйп – это полоска достижение, на поясе, да? Полоска в поясе, специально отведенное место есть, и там они дают страйп. Я получал страйп от президента Федерации джиу-джитсу за достижение, за то, что последние 2-3 года никому не проиграл. Вот в джиу-джитсу обязательно подмечают, от кого ты получаешь пояс, да? Вы правы. Это очень важно, чтобы ты знал свои корни. Да. Насколько это имеет большое значение? Так как пояс могут дать только черные пояса. У нас в Кыргызстане, к сожалению, черных поясов нету. У нас есть коричневый пояс, это президент Федерации джиу-джитсу, руководитель Федерации Кыргызстан Топ-Тим, у них коричневые пояса. Но буйруса у нас в Кыргызстане будут черные пояса. Так как президент Федерации джиу-джитсу Самарбек Сабыржанұлы находится в Америке, в данный момент он тренируется и обучается у самых лучших джитсеров в мире, так как Америка является как бы сейчас самым сильными клубами в мире.
Он сейчас обучается, я его с нетерпением жду, как он приедет, я буду обучаться у него. А для Турции я готовился год. Почти полгода я жил в академии, я благодарен президенту Федерации, он оказал мне огромную помощь. В какой академии? Ну, у нас есть спортивный клуб Алай Тим, и там был создан президентом Федерации академия, так как мы там жили и занимались. В день у нас 3 раза тренировка, это утром, после обеда и вечером. И постоянная подготовка. Вот так я готовился полгода в Турцию. Я когда прилетел в Турцию, я был в отличной физической форме, был подготовлен, и мне было без разницы, с кем буду бороться. Конечно, было трудно. Трудности это с карантином. Вы же знаете, насколько все закрыли. В Турцию прилетел, там без маски очень дорогой штраф. Люди носят по 2, по 3 маски. И нам пришлось все это время быть под контролем медиков. Если на соревновании, на турнире просто случайно прокашляешься или чихнешь, тебя дисквалифицируют. Несмотря кто ты, откуда ты приехал, там титулованный чемпион, неважно, да? Так как карантин в то время, когда я был в Турции, очень был в жестком положении. И для меня было тяжело, так как все время проходить проверку в моем возрасте. Тяжко, да, каждый раз куда-то не заходишь, где бы ни был бы, все время у них аппаратуры, датчики. У них никак там, не только температура, у них оборудование, хорошее оборудование с Европы, которое проверяет и диагностирует человека. И это все стоит в супермаркетах, там, в местах общественного скопления это все стоит. И это доступно для них. Ну вот вы некоторое время жили в Турции. Вообще жить в чужой стране во время пандемии, это, наверное, немножко тяжело. Вы правы, да, вы правы. Не то, что тяжело, сложно, так как у них свои правила. Там настолько люди цивилизованные, что издали указ, сказали, вот все, карантин, носить маски. Так как у нас нету, там, где-то раз маски снял, где-то одел, там, у них порядок настолько, что люди не нарушают порядок. Я просто был удивлен, конечно, шокирован. Столько много людей, столько много машин я видел, ни разу не увидел аварии, так как там 88 миллионов населения, более 88 миллионов населения. Машин, вы представляете, да, там 70% это тоже, сколько там очень много миллионов машин. Я не заметил аварий. Я не заметил гаишников, которые стояли бы на дорогах, останавливали бы и там с машины выбегали, там байки, салам алейкум. Ну, такого я не видел. Но у них везде камеры, везде наблюдение. Штраф сразу домой приходит, да? Все, не надо останавливать. Просто выйти и покататься в автобусе, общественном автобусе, вы должны получить карту. Вы должны приобрести карту. Как у нас в банкомат карту приобретаете, там должна быть определенная сумма. С этой суммы вы выплачиваете автоматически там считывающие устройства везде, и в метро, и в пароходах, где мы ездили, в паромах, где мы ездили. Очень удобно. Власть дает 45 минут для того, чтобы вы могли доехать. Ну, у нас, кстати, тоже есть Тулпар-карта, да, вот сейчас только начинают делать. Видите, я не Нет, пользовался. Пенсионеры уже получили, но вообще говорят, что это с этой картой удобно. Но у нас только-только сейчас это появляется. А там даже в селах, в деревнях, представляете, в деревню вы приехали, если у вас нету карты, вы в автобус не попадете. Там не получится наличный расчет. Вы должны обязательно приобрести карту и с этой карточкой пройти через считывающее устройство. Камера везде, вы представляете? В автобусах, там, в метро, неважно, в перекрестках. Везде есть камера. А вот в джиу-джитсу там насколько развит джиу-джитсу? Развитие в джиу-джитсу в Турции, я бы сказал, среднее, так как Турция больше заинтересована в таких видах спорта, как футбол, да, например. Или там олимпийские виды спорта, там борьба, там я не знаю, ММА, там еще какие виды спорта, но именно джиу-джитсу у них средне развито. Для меня
для человека, который мы в Кыргызстане занимаемся, наш уровень соотносительно с Турцией, мы немного выше стоим. Вот как раз таки мы показываем ваши схватки. Можете рассказать, как было вам да, вообще? Это соперники? полуфинал, это соперник с Турции. Вот я сделал болевой на руки Кимура, он сдался. Я вот попросил у него извинения, у него правая рука, видите, он рукой машет. Это финальная схватка, это с Туркменистана. Хотел сделать болевой на руки, он руку не дал. Лег, проверил шею, смотрю, шея поддается, взял обратным захватом руки шею, заблокировал ногу и поставил колено на ребро и выполнил удушающий прием. Схватки, видите, максимум длились от 18 до 22-25 секунд. Всех желающих среди мужчин я попросил просто не обязательно там соревнования, турнир, за пределами ковра, пожалуйста, говорю, давайте поборемся, неважно от возраста, от весовых категорий. Это схватка среди мужчин. Эта схватка велся среди мужчин, которые от 23 до 27-28 лет. Мой соперник, который должен был выйти пурпурным поясом, он был поясом выше, ему было 45 лет, он должен был со мной бороться. После схватки, которую я провел по мужикам, он отказался, сказал, что у него... Ну, вам 46 лет, вы, по идее, должны выступать среди ветеранов. Да, да. Не, я пришел выступать среди ветеранов. Так как у меня был всего лишь один соперник с Турции, я попросил всех желающих у главной судьи, что, если можно, побороться и по мужикам. Он мне разрешил, и я начал бороться. Провел 5 кругов. Это полуфинал, финал. Все круги я выигрывал досрочно. И когда пришел очередь для главной схватки со своим возрастом среди ветеранов, он после того, как увидел, отказался. Он сказал, у меня болит позвоночник после операции. Я его попросил даже, я говорю, не обязательно, я тебя не собираюсь травмировать, я приехал издалека. Для меня важно побороться с человеком, который в моем возрасте. Я говорю, таких нету, у нас в Кыргызстане практически нету. Я один из считанных людей, нас даже 10 не будет. И он говорит, ну, мне нужно восстановление, там, и отказался. Ну, я не стал давить, я говорю, все, мы пришли к главной судье. Судья разрешил, принял его поражение. Награждения не было, зрителей не было, жесткий карантин. Все время остальные стояли за стеклом. Всем было интересно, почему я быстро выигрываю. Поэтому заметили, возле меня пробегают спортсмены, им было интересно, они лежа смотрели, как я ввел в партер, как я делаю болевые или удушающие приемы. Ну, вот этим турнире интересно, потому что мы спортсмены, смотрим у друг друга, учимся, получаем классификационный рост. Ну, вообще, многие спортсмены в вашем возрасте уже практически завершают свою карьеру, становятся тренерами, да, но вы, несмотря на это, активно еще выступаете на соревнованиях. Вообще, тяжело в таком возрасте поддерживать такую форму? Честно вам признаюсь, очень тяжело. 46 лет, у моих одноклассников уже по 8, по 10 внуков есть. У меня дети взрослые, мои сыновья, они тоже занимаются джиу-джитсу. Но я работаю тренером в Карабалте, в спортивном комплексе «Манас». У нас очень хороший коллектив. Руководитель спортторда «Манас» очень помогает. Он поддерживал меня. Все это время мы с ним работаем. Он мастер спорта по самбо, тоже спортсмен. Директор не тот человек, как бы там из политики там пришел или из каких-то... Нет, он пришел из силовых структур. Спортсмен, человек, который в спорте очень хорошо знает. Он сделал очень много для нашего вида, для развития в Карабалте. Также, когда приехал с Турции, благодарен нашему методисту Владимиру Сергеевичу Тен, который сказал, давай, говорит, мы, говорит, твои достижения дадим в нашу местную газету за счет нашей организации.
мы все выплатим, говорят, давай пусть люди увидят. Я постеснялся, так как мне 46 лет. Уже в молодом возрасте это же эйфория, интересно. А мне становится немножечко неудобно, так как ребята, которые мне в сыновья годятся, которых я на 25 лет старше, на 20 лет старше, их выигрывать, ничего он мне не дает, вы понимаете. И те парни, которые, если меня выиграют, молодые, перспективные ребята, им тоже это ничего не даст. Кого выиграл? Да, там старика, скажет, 46 лет, это никакой бонус им не даст. И так же мне. И мне интересно просто побороться, сделать схватку среди своих сверстников. Не обязательно там выиграть или проиграть, а показать себя, обменяться опытами. Вообще наша цель – это же здоровый образ жизни. Мы хотим, чтобы мы были самыми лучшими, самыми сильными в стране, несмотря на наш любой возраст. Главное, оказывается, желание. Но спорт – это моя жизнь, я поэтому не могу бросить или оставить. Видите, вот работаю тренером, стараюсь клубы новые открывать, поддерживаю детей. Я действительно первый человек, который в город Карабалта привел такой вид спорта, как джиу-джитсу, самбо. Их не было. На базе второй школы мы открыли, и я 10 лет проработал. У нас есть детский реабилитационный центр, и дети-сироты с этого детского центра приходят и занимались около 6-7 лет. Вот когда карантин начался, из-за пандемии нам пришлось закрыться. Но сейчас тоже в спорткомплексе Манас закрыты, сейчас карантин у нас. Конечно, я хочу, чтобы они были здоровы, наши дети. Не то, что наши, все наши кыргызстанцы были здоровы. Мы победим эту пандемию. И для того, чтобы быть сильным и в иммунитете, нужно заниматься спортом. Потому что спортсмены, я на своем опыте вижу, они меньше болеют, у них меньше проблем. Так как здоровый образ жизни дает человеку очень многого. Я в плане здоровья, в плане физического воспитания. Человек меняется, становится более спокойным. Наше спокойствие некоторые могут неправильно воспринять. Я знаю людей, которые могут, например, поругать меня или сказать какое-то плохое слово. Я это просто улыбаюсь и смотрю. Потому что я знаю, я всю свою жизнь занимался спортом и учился, как делать удушающие, болевые, или как сделать человеку больно или нанести травму. Но вы-то тренируетесь 3 раза в день, да, как вы сказали. Да, полгода вы тренировались каждый день 3 раза в день. 3 раза в день. Это как-то не вредно для здоровья? Если вам честно сказать, это много. Это очень много. Конечно. И это очень тяжело, так как я должен был держать питьевой баланс, должен был держать свою норму воды, должен был употреблять. А бывает, иногда аппетита нету, иногда есть аппетит. Так как очень много борешься, все время делаешь одно и то же, человек устает, да, из-за того, что все время повторяет. Но стать лучшим и стать чемпионом мира, один прием нужно повторить более миллиона раз. И нам приходится, да, все это наращивать, улучшаться. В моем возрасте некогда ждать, я поэтому стараюсь сразу отрабатывать и делать лучше. А так, да, вы правы, тяжело. В 2018 году у нас проходил чемпионат Азии в Бишкеке, вы там участвовали. Это ваш первый такой крупный турнир был или как? Я много раз выигрывал чемпионаты страны, больше 7 раз. Чемпионат Азии для меня был чтобы вообще выйти в чемпионат Азии, я прошел отбор. После отбора я готовился больше месяца, жил в Бишкеке, в общем, в Карабалте оставил клуб, приехал в Бишкек и учился в таких самых лучших клубах, как Келечек, много, да, у нас там. Я ездил по Бишкеку и готовился к стойке, так как чемпионат Азии был по боевой версии, и для меня было важно привести первое место в нашей государстве и оставить золотые медали.
И я упорно готовился. И ваши ученики участвовали на том турнире? Да, один из моих учеников участвовал, это Нурсултан Куштарбек Улу. Он является многократным чемпионом страны, он чемпион Азии и стал чемпионом мира в Москве. Организация EDC провел чемпионат мира в Москве. Он приехал чемпионом, мы были в вашем телеканале, давали интервью, я постоянный гость этого телеканала. Вот, и мы гордимся, он с Карабалты. Кстати, вот давайте посмотрим вашу схватку, это ваша финальная схватка. Да, это... Тяжело было вам? Да, очень тяжело, так как у нас возраст 11 лет. Вот, в боевом джиу-джитсу удары руками и ногами, видите, баллы не даются. Есть только тейкдаун, бросок. Вот. И в тейкдаун, вот видите, я вот переднюю подсечку выполнил. Хотел сделать удержание и сделать болевой прием. Не получилось, так как соперник был очень сильный. Он чемпион мира. В 2017 году стал, оказывается, чемпионом мира в Европе. Это его первый приезд в нашу страну. Он провел 3 круга, выиграл казаха за 17 секунд, потом туркмена выиграл за 40 секунд и таджика выиграл за 25 секунд. И вышел в финал со мной, и мы с ним дрались почти 17 минут. Он был достойным соперником. Этот медаль мне достался нелегко, мне было тяжело. И все броски, которые мы выполняли, это дается в копилку всего лишь активом. Балла нету, чистая победа. Нужен или нокдаун, или нокаут. Я сейчас попал ему в глаз и потом ударил в челюсть. И судье показываю, у него глаза, вот эта черная ежа, крутился не в своей орбите. Он был в состоянии нокдауна. Судья увидел, останавливает бой и дает мне победу. Вот. И в этой схватке я стал чемпионом, оставил золотую медаль в нашем Кыргызстане. Там было 3 кубка, один из кубков достался мне. Вот, это вручает президент Всемирной Федерации джиу-джитсу Николай Васильевич. Я получил лично от него. Рядом стоит президент Федерации джиу-джитсу Кыргызстана. И, естественно, как был чемпионат Азии, приехал президент Федерации Азии из Туркменистана Адаев Ата Аширович. И мы приходили, давали интервью, так как среди ветеранов-мастеров я был единственным претендентом весовой категории 18+, 85+. Я поэтому готовился. Мне было даже некогда, если честно, давать интервью, но так как гость был очень важный, он давал интервью про наше государство, про наш спорт. И я пришел, уделил время, был у вас в гостях. Ну, я у вас постоянный гость, я постоянно прихожу. Очень рад видеть вас всегда. У вас прекрасный канал. Я знаю, что ваш канал в мире спорта в нашей республике смотрят все, практически все. Спасибо. Мы рады тоже вас видеть всегда у нас. Спасибо. Если взять чемпионат Азии и тот турнир, который был в Турции, какой из ваших соперников вам запомнился больше всего, с кем было тяжелее? Хороший вопрос. Вы знаете, в чемпионате Азии мне было немного тяжело, так как мы впервые в нашем Кыргызстане, в городе Бишкек, проводили такого масштаба турнир. Приехали больше 500 человек, участников, спортсменов. Из них были 6 чемпионов мира. Там были такие чемпионы, которые выигрывали М1 Global. С Казахстана приезжали такие, мой соперник с Афганистана, чемпион мира. Ну, в общем, было 6 чемпионов мира. И я в этом турнире почти 2 суток помогал федерации. Так как мы Кыргызстан, встречающая страна, все время нужно было встретить гостей. Вы знаете, у нас прилет это обязательно там час ночи, 3 ночи, там 5 утра. Чтобы в аэропорт поехать в такое время, это нужно собираться 2 часа до.
потом встретить спортсменов, потом привезти в гостиницу, разместить, ехать опять. На следующий день приехал президент Федерации Туркменистана, президент Федерации Азии с Туркменистана. Потом приехал президент Всемирной Федерации боевого джиу-джитсу, с Москвы прилетел. Они проводили этот семинар, конференцию. Очень много телеканалов пришли, там НТС Спорт, ваш телеканал был. Все участники в актовом зале сидели и обучались по поводу семинара, по поводу приемов, по поводу правил было. Ну, я был информирован и все это время помогал федерации. А в Турции, если честно, я в Турцию полетел, я был абсолютно подготовлен. Полгода, 3 раза в день готовился, был в прекрасной форме. Прилетел, увидел море, возле моря бегать, заниматься, это что-то другое. Я теперь понимаю, да, почему сборы по вольной борьбе проводились в Турции перед Европой, они же в Европу поехали. В Турции я всю Турцию объездил. Конечно, с Бишкека полетел в Анталию прямым рейсом. Через 3 дня подготовки я поехал в Измир. С Анталии до Измира 8 часов дороги занимает. Прошел весовой контроль, регистрацию прошел. И на следующий день я с 10 часов вышел на схватку. И в 12... Давайте сейчас так сделаем. У нас есть небольшой сюжет, это посмотрим. Вы потом о схватках расскажете, хорошо? Хорошо. Друзья, сейчас у нас традиционная рубрика «Хронология дня». Узнаем, что же интересного было в истории спорта в этот день. Друзья, мы возвращаемся к нам в студию. Сегодня у нас в гостях мастер спорта международного класса по джиу-джитсу Алмазбек Мамбетов. Вы рассказывали до сюжета о том, куда вы ездили в Турции. Да, в Турции я практически побывал во многих странах, во многих городах. Это соревнования были в Измире. Потом был в Анкаре. В Анкаре там погода чуть-чуть холодная, чем-то напоминает Нарын, там нету ни моря, ничего нету. Но там очень развита инфраструктура, так как, как Бишкек, да, у нас, да, вот столица, да, у них Анкара, там какие-то документы сделать или сделать визу, такие вещи сделать очень удобно. Все организации находятся близко друг к другу. Аэропорт очень удобный, можно улететь в любое время. Был в Стамбуле, Стамбул понравился, Черное море там. И город Мармарис мне понравился. Это Средиземное море. Там очень много, оказывается, живут люди, которые очень состоятельные. У них там яхты, там очень много разных там дорогих машин. Ну, город, да, такой. Встречался с начальником полиции, познакомился. Очень многие люди, с людьми познакомился. Конечно, я в этот город поехал через своих родственников. Моя сестренка помогла, встретила меня в это время. У меня чуть плохо с турецким, она помогала, переводила. В общем, всем сестренкам спасибо, которые поддерживали все это время. Вот. В общем, в Турции мне понравилось, там зимы не бывает, там, как говорится, солнце, песок, море, только надо заниматься и приносить лучшие результаты. Вы занимаетесь бразильским джиу-джитсу, а вообще как джиу-джитсу попал в Бразилию? Очень хороший вопрос, так как Бразилия сейчас в данный момент считается очень развитым в плане джиу-джитсу страной. В Бразилии более 500 черных поясов. Но вы знаете, джиу-джитсу – это японский вид спорта. Его начало – японские корни. Это 5-6 век такой науки, который создал этот вид спорта. Как он попал в Бразилию? Примерно в 18 веке, в конце 18 века, начало 19 века, в Японии, в Токио был раздел рынка, такого огромного рынка, как типа у нас Дордой рынок есть же. Там был раздел между якудзами, кланов якудзы, и бизнесменами, торговцами, которые
делили территорию на свои участки. И в это время, когда у них началась стычка, проходили 3 спортсменов-джитсеров из монастыря джиу-джитсу. Тогда был монастырь. Это как они там жили, тренировались. Ну, как академия у нас. Да, вы правы, да, это как академия. И в это время, свободное время, они вышли с академии, проходили и увидели, что люди на рынке, ну, дерутся, да, там, непонятно, там, раздел каким-то, этот. И они решили просто остановить эту драку. Тогда был молодой Мицуши Маеда, который, разделяя их, получил палкой по голове, ему разбили голову. И тогда он начал выполнять приемы джиу-джитсу. Каждый бросок, каждый болевой, который он выполнял, он сразу ломал. И на протяжении 45-50 минут получили травму около 100 человек. В то время не было, да, там полиции, там Джоркусот, там такого не было. Его задержали и посадили в подвале, в комнату и поставили 5 охранников. Вечером должны были собраться совет старейшин, которые решили бы его судьбу. Ну, совет старейшин, вы понимаете, да, там главные, которые смотрят и взвешивают все за и против, и принимают решение. И они ждали совет старейшин. И тогда его тренер, который очень любил и уважал своего ученика, пришел и освободил его. И воспользовался техникой, которая называется обездвиживание. Кроме болевых и удушающих приемов, которые мы используем в джиу-джитсу, еще есть техника обездвиживания человека. Вот мы выполняем удержание, человек должен скрутиться и выйти, но мы его обездвиживаем, мы захватываем, отключаем ему руки, ноги, тело и держим его для того, чтобы там, получить баллы и выиграть, например, состязание, да, или выиграть турнир. Эту технику он использовал, отключил всех 5, вызволил своего ученика. Япония, вы знаете, это остров. Из 5 островов это получается одна Япония. Верхняя сторона – это Северный Ледовитый океан, а нижняя сторона Японии – это Китайское море, Индийский океан, и вот так через круг Атлантический или Тихий океан, и попадается другая сторона нашей планеты – это Америка. И он уплыл через нижнюю сторону, через Китайское море, Индийский океан и через Атлантический океан попадает в Америку. Почему он попал в Бразилию? Так как там же много стран, как Аргентина, Перу, Чили, Колумбия. В Бразилии был самый большой порт, где корабли могут подойти ближе к берегу. Там специальные сооружения. У кораблей, вы знаете, есть дно. Огромные корабли с водоизмещением от 300 тысяч тонн до 4 тысяч тонн, они могут воткнуться в мель, и обратно, чтобы их вытащить, нужны будет. А в то время парусные корабли были, так как еще не был создан пароходы такого первого класса, такого не было. Поэтому он попал в Бразилию. И устроился он работать посудомойщиком в одно заведение. Это там типа как забегаловка, да, как столовая. Бразилия – это такое государство, где люди раньше были, как бы, жили в рабстве. Это была колония испанцев, англичан, там, пуэрториканцев, они все колонизировали, так как там не было, вы знаете, не было зимы, постоянно солнце, и самый главный их источник дохода – это сахарный тростник. Люди работали, и вечером, когда они отдыхали, они ставили костер возле океана и танцевали. И танцевая, они выполняли приемы капуэра. Капуэра – это их национальный вид спорта, которым они занимаются с древних времен. Колонизаторы им запретили заниматься, так и поэтому они старались делать это в тайне, да, как бы между танцами. Вот. И была у него стычка между дворником, он случайно разбил тарелку, у него с рук тарелка падает, и он попросил у дворника веник и совок, чтобы убрать тарелку. Он не дал, он говорит, нужно иметь свое. Вот.
И у них между собой перепалка, они не договорились, выводят его на улицу и сделал в один момент 4 приема ему. Переломал ему все, что возможно. И в это время проходил старый Карлсон Грейси, основатель джиу-джитсу в Бразилии. Он его заметил. Для человека, который... Он был феодалом, он не был бразильцем, он был феодалом. Он его заметил, пригласил к себе в зал, и там он показал свою технику, всем понравилось. И в Бразилии вот так начался эра бразильского джиу-джитсу. А так основателем является японец Мицуши Маэда. Ну, сейчас у нас остается очень мало времени, буквально 30-40 секунд. Для вас дается свободный микрофон. Глядя сюда, можете сказать какие-то слова. Я хочу передать всем привет моим родственникам, моим братьям, моей семье, моему коллективу спортивному комплексу «Манас», всем директорам школы, которые меня поддерживают, это учительнице и директору Петропавловской школы, которые давали нам все это время большую возможность развивать спорт. Я хочу выразить огромную благодарность всем тем нашим спонсорам, которые поддерживают. Всем моим ученикам хочу передать привет. Все у нас впереди. Мы еще победим, мы покажем себя, будем только стараться. Всем родителям огромная благодарность за то, что они делают вклад своим детям, своему государству. Хочу пожелать мир нашему государству. Занимайтесь, ребята, нужно заниматься спортом. Мы в такой тяжелой ситуации, что мы должны быть лучшими, мы должны быть лидерами. Любите спорт. Спасибо вашему каналу, который все время приглашаете, поддерживаете. Удачи вашему каналу. Спасибо вам, что сегодня пришли к нам, уделили время. На этом, друзья, наша программа завершается. Сегодня у нас в гостях был мастер спорта международного класса по джиу-джитсу Алмаз Мамбетов. Ну и я, Абдулла Джусупалиев. До новых встреч. Пока-пока.